Что важнее всего в жизни каждого из нас? Что превыше всех условий, материальных, политических и других, созданных людьми для блага своего? Любовь, доброта, красота. В человеке чувство прекрасного живет при любых обстоятельствах. Рожденный свободным, человек впоследствии решает сам, в какой мере ему быть несвободным во времени, решениях, действиях и в жизни целом. Творчество является в какой-то степени отдушиной для людей, находящихся в заключении. У некоторых раскрывается доселе неизвестные даже для него самого грани таланта. Кто-то вдруг начинает сочинять, порой недурно, кто-то рисует, тоже незаурядно. Кстати, художников в исправительных учреждениях большинство. Это и живописцы, и прикладники, резчики по дереву, и искусные мастера, работающие с камнем. Заки Кабилович, вам и по роду службы и в давние времена, это в 50-х, 60-х, 70-х годах, приходилось сталкиваться с творчеством ваших подопечных? Мы встречали очень много, творчески такой способных создать определенные ценности, которые они украдкой от администрации, поскольку это было запрещено в то время, они выполняли вот такие работы. И мы, конечно, очень сожалели, ждали, когда же у нас будут созданы условия для того, чтобы творчески относиться к труду, и у нас чтобы были собственные предприятия, и где бы могли люди по-настоящему работать. 50-е годы был серьезный перелом. В это время образовались общеобразовательные школы, профессионально-технические училища при каждом подразделении. То есть творческий порыв ваших заключенных вы направляли во благо? Безусловно, они остаются людьми нашего общества, они нужны, они должны никогда не забывать, соблюдая установленные правила поведения, должны стараться, стремиться трудиться и трудом своим. Они искупить свою вину и перед своей, прежде всего, семьей, перед обществом. С творчеством художников в местах лишения свободы в силу специфики своей профессии первыми знакомятся работники этих учреждений. И как бы то ни звучало странно, способствуют и всячески стараются помочь им. Доказательством тому это необычная выставка, организованная Главным управлением исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан, где было представлено более 100 работ различного жанра. То, что вы работу сегодня видите, это говорит о том, что наши осужденные не просто отбывают наказание в местах лишения свободы, а могут заниматься полезной деятельностью. Мы тоже надеемся, те художники и исполнители, которые принимали участие в данной выставке, выйдут на волю, вернутся к обществу и будут жить достойно. Я думаю, что они впредь не допустят нарушений законности, не совершат преступления и будут полноценными гражданами нашего общества. Настоящий художник, настоящий артист, как раньше говорили, это голодный артист, голодный художник. Может быть, в этом что-то есть. То есть в экстремальных ситуациях у людей обостряются чувства. Возможно, что и это как-то влияет. Может быть, он, живя на свободе, даже не задумался бы, что ему не пришло бы в голову рисовать. А вот там у него нет другого средства самовыражения. Тем не менее, я предпочел бы дело иметь с человеком, который рисует вот такие картины, чем с тем, который даже мысли об этом не допускает и не хочет этого делать. Хочется от всей души пожелать авторам этих творений, чтобы эта выставка послужила большим стимулом в их творчестве и в дальнейшем на свободе.